Зачинено? Тебе отчинено? Зачинено, да? Походу. Ну что, на пошту сходим? Где-то думаете почта? Тут якби вёска велика, і вона потім направо уходить. Може це чисто старий район який-небудь такий? Тут еще старый район. Да. Старая часть вёски. Добрый день. Мы з Мінську, з архіва, із університету збираємо успомини старих людей. Ось, як нам розказали, як тут раніше жили, як тут... Я, знаете, я родилась еще там, Пупкич, Шацкий район. Угу. Ну, что я вам расскажу. Ні, ну як жили раніше, а з якого ви году? 43-я. А, 43. А скажіть, а тут у вёсці, може, є люди 20-х годов, там, початку 30-х, а хто тут є? Сразу там за магазином есть Куприянов. А, за магазин. 87 годов. Такая коричневая хата, Ну, так? ну, Ага. це магазин. Ой, ну добре, тоді поїдемо тоді до этой жанчини. Дякую, велике. Спасибо. Добрый день вам. Это вы будете Марьян Аркадьевич? Я. Вы. Нас тут вот с сельсовета нагеровали, мы ездим, записываем успомины старых людей. Цікаво нам, вот як раней вёска жила, як люди жили, то може ви знайдете час з нами порозмовляти. Ну вот, посядем на ногу. Ой. Ой, ой, ой. Ой. Потому что калина ваша без ягода у тебя обобрали. А что уже. это калина мороз спортил? Летось было столько калины, ай-яй-яй. Ой, что у меня дал тот человек в хате без порядок. Да? Зараз. І от этим будете зараз регулюю. А якої ви національності будете? Был ж я поляк, а тогда як тут стали эти советы, заставили белорус. То примусили вас, не сами. Промусили. Не сами хотели. Не хотели сами. Не хотели в колхоз идти, промусили. И национальность, и веру уничтожили, лишь были все сами знали. Что ни костелу не было, что церква трошку, нечто туди-сюди, а это ж костелу не было. І зараз шкодуєте, що вас у білоруси записали? Ай, може й шкодую. А чому? Ай, у Польщі ліпі жити. А як эта мова називається, якою ви зараз розмовляєте? Ну, эта мова, так сказать, может и не белорусская, просто так простая якая. По-белорусски так я не умею и Богу молиться. У нас, як я поляк был, ходили в костел, на катехизм ходил, за год не сдал. А ksiądz спрашивает, или есть Богу, или есть особ, кто нас створил, кто откупил, кто посвятил, то есть надо все ответ дать. Или есть Богу один, или есть особ три, як особо называется, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Кто нас створил, Пан Бог, кто откупил, Сын Божий, кто посвятил, Дух Святый. Ну вот это мы уже як ходили, все было по-польську. А дома ми говорили на таким язику, як я зараз говорю. Як і зараз, так? Да? Ага. І батьки так само этой мовою. И батьки так говорили. Ну, тогда тут обжились, коляды ж уже прошли. Тут хату там построили, воду я сюда перенес. Брат вышел сено скубать,
Адкуль браўся воўк шалёны, як ляцеў яго тут зразу за нагу, але ён ляпу яму разіну, нагу выдраў, ну і стаў крычаць. Матка выбегла, бараніць воўк кінуў, як ляцеў матку за шчаку, як рвануў. Ну і маму тады завезлі мы у глыбокую бальніцу і далі смяртэльныя уколы і памёрла. 40 уколаў тады брат з'ездзіў з Полацка далі, але врачы тады не далі 40 уколаў. Маме полепшала, і тады дрэнна, і дрэнна. А если ж воўк шалёны укусіць, лечить хто? Только самое спасение ў ваду. У лесе ён вады боится. Ну, маме як зробілася дрэнна, і кажуць, вязіце, каб я вам не наробила дзялоў. А глыбокая, ні коня нет, 30 километров, а снег это ж у феврале было, мороз. Ой-ой-ой, ну заехали, туды там дали один укол смертельный, другий, третий раз так дали и померла. Такая жизнь. Ой. З якого года? Респондент, так, другий респондент, скажу зараз, 26-го. У другого респондента саме вельми цікаве... Тобто це розказував респондент 26-го Да. народження, да? Да. У яго бацька ваяваў грамадзянскую вайну. Ён 5 год адваяваў, лавіў махно, ён расказваў на гісторыю, як яны лавілі махно ў Севастополі, а пасля, як яго бацька сустрэў махно ў Варшаве. Ён любіць расказваць прыгоды розныя. Не, ён вельмі сур'ёзны дзядзька, такі вельмі сур'ёзны дзед. Ну, а першы рэспондент сказаў такую фразу, якая, в принципе, характарызуе, напэўна, усіх, ну, большасць так рэспондентаў. Вось, власть, якая ёсць, такая і добрая, як іграюць, так і танцуй. Яшчэ казаў, што Сталін быў стары Гітлер. Да, Сталін стары Гітлер. Я просто, калі зараз працавалі ў Сходняй Беларусі, прыгадаў тое, што было мінулыя гады, таму што это звычайная інфармацыйная беднасць адразу. Это вельмі складана размаўляць з людзьмі не таму, што, ну, в прынцыпе, не таксама шчыра гатовы распавядаць, але часта ім проста няма чаго сказаць. І гэта ў параўнанні з тымі ж жыхарамі Заходняй Беларусі, якія таксама 2-3 гады вучыліся ў польскай школе, это звычайна, ну, сапраўды, узровень проста мыслення, кругагляда, ну, значна ніжэйшы. Можа, не толькі таму, што школы там былі розныя, таму што это праца ў калгасе, іншае. Ну, тут вот на Захадзе цікавей размаўляць, бо тут больш нейкіх сюжэтаў, тут неяк так, ну, людзі ўключаюцца ў гэту размову і больш актыўна яе падтрымліваюць. Немцы, я родилась, значит, наша вещь была на выгнанию. Недалеко был фронт. И в нашей вёске никого не было. Мы, как называли, выселенные были. И мы, наша родина, значит, отец мой был молодый, еще имел 20 лет. Отец мой, дядуня и бабуня были за Швирем, за стенок такие лятцы были. И там они были поселившись, и там жили. И там отец женился, и там я уродилась, в 18-м року воев был. А еще все эти Швира до костела везли с немцами, я что ехала провожать. Я с 26-го года. 10 гектаров земли было. Держали мы 2 коровы, коня, 8-10 овечек, гуси, куры на 10 гектаров земли. Я пошла в 6 год, я в 10 кончила 4. И меня як каташку одного повезли в Карелич. Поместили в бурсу. Дети тяжко было учиться. Хто Карелицький, хто Карелич близко, тим добре, тим додому пойдуть. Ходили в лаптях,
хто хотів вчитися, я не скажу. Усяк було. Хто лепей одіти, хто якого учителя чи там поліціянта, діти лепей одіти. Ми з вёски уже горы были. Но нам же ж и платить. Вот у меня есть бурсы. Он, на вот фотография нас. Стоїмо ми ученики. Так, нам за эту бурсу треба було за місяць платити, знаєте сколько? 16 злотих. 16 злотих – это 8 пудов хлеба за місяць. А як за 10 місяців? Так 80. Пошла в 27 року, перший рок, пошла до школи. Miałam 9 lat. No, przyszłam do szkoły, pyta nauczyciel, który rocznik? Nie wiem, nic nie rozumiem, co to za rocznik, nie wiem. Dali, przynieśli książkę, może 4 klasy, czy są czytanka taka przynieśli. Ja zaraz im odczytała. Jeszcze dziś pamiętam ten wiersz. Mój wróbejku szare ptasze, ty nie lecisz, ty nie rzucasz strony nasze, ty nie lecisz w kraje inne, bo ja kochasz rodzinne. I ten wiersz im odczytała od razu na pierwszej, do pierwszej klasy nie ma co sadzić. No, bo czytać w czwartej klasie, może kto gorzej czytał, jak ja im odczytała. A mnie dziadunie nauczył, miałam 4 lata i po polsku nauczył czytać. Ходила в польскую школу, Карельчик, семигодка. Уже в Лодце-то и говорить нема что. Что только на уроке польская. Как перерыв все на белорусском. Карельчик, семигодка. Говорили оно, ну, полициянтов, дети, там, керовника школы, дочка была, Дануся, тут я по-польски говорила, и дома это. А мы все, як вышли, все по-белорусски. Ми поглядали скоса, хто говорив по-польськи. Як тепер глядять, хто по-білоруськи говорить скоса, так тоді по-польськи гляділи, хто говорить білорус. А так все Беларусь, мы не признавали, что поляки, все поляки с копыта. Все с копыта поляки. Год будешь у меня работать, будем ездить по вёсках, шить, учиться. Али, как заплатили мне, что я тебе научу, а ты хочешь, со мной будем работать, а хочешь, сам себе работай. 200 злот заплатишь. Год будешь учиться. Ну, 200 злотых при Польше было. Злот – это бутылка водки. Злот – это килограмм сала. Это 2 злотых килограмм сала, 2 злотых килограмм масла. В курсе был доллар. Доллар в курсе был. Я говорю, там не платили тем долларам, нет, а лишь такой-то доллар, значит. А найгорше было то, была молода, а был посох. Если не можешь долларов, то не выйдешь замуж. А я слышу, где есть як доляри, то коли слыхать, то там янці купуjący доляр, то курсово, значит, не wiem, co on może 8 zł был, до 9 zł был доляр. Косу бить надо. Бо говорить, была и пословица такая. Кого надо бить? 3. Первое, надо бить жонку, косу. Ну, и масло, как набить, надо бить масло. Это такая поговорка была. Вот. И так вот тата покойный устанет, а что называлось так, и говорили, устают до солнца. Что еще солнце не взошло, а надо бить косу. Так
темно. Значит, а были такие поля или местами кустарники надо косить. 1,5 кілометра 2. А то это пан был у пана. Мой тата покойный брал, як у нас была семья великая, работать было кому. Так он раненько устает до солнца и деть. Пока зайдет это 1,5-2 километра, уже солнце поднимается. Тогда он там бьет косу. А теперь солнце вон аж где. Я ще это похмеляется. Или вчора напився, так сьогодні не пойду на работу. А працювали люди, Боже, як працювали. А в нас коли горілка пошла? В 39-му году. До 39-го. Там крючок был, это грамм 100 такие тоненький, пол-литра, шакушка, 250, литр. Литр горілки коштовал пуд хлеба, 2 злоти. Это жито, пуд 16 килограмм. Треба было 2 злоти заплатить. Теперь корова коштовала 50 злотих. Яйцо, вот чего помню, 3 гроши летом. Зимой будет более. Это 3 копейки. И все, люди не пили. Веселье, сядут, 2 рюмки. И передают. Один нам 3 раза обнеслись, благословите, и поехали. Приехали снова. Я пьяных увез не бачила, пьяниц. Не то женщин, мужчин не бачила, а женщин подавно. Ніхто не напивався. А як в 39-му почали гнать эту горілку, батько мой не гнал, але все равно отдавал. Там не знаю, сколько ему за пуд, 6 литров, чи что, им уже брага оставалась, еще что останется. И это всегда. А партизанщина дали еще более стали гнать. Поставки ни сюди, ни туди, і все самогонка. І гэта самогонка шмат губила і партизан, і немцев усіх, бо понапиваються вже чоловік. А як совєти прийшли, так тоді смілися, Литва, там бронилася, хто за бронь, а мой Белорус забрав його кусти, водку гнать. Белорус. І тоді совєти порозпущали, п'яниць наробилося, все тільки гнали, і тепер п'яниць, все п'яниць. Як прийшли, навчили водку гнать, еще, только при совет. А вtedy, было так строго, брат ты мой. Kiedy ktokolwiek gdzie przycisnął, znajdzie, przypilnują. Nie. Nawet nie było słychu, żeby tam самогонки miał. To Boże broń. Я й пам'ятаю, як в 39-му, як совєти прийшли, я вам розкажу. Всі чекали. Это не Гэдки рады были, думали, все, разжамим рот, манна с неба будет сыпаться. Оно же, эта манна горкая сыпнулась. Что? Зробили браму, як до потолка, 2 березы, все в кветках. Тут стол поставили, заслали обрусом, рушник, хлеб, соль, спотыкать. 24 sierpnia pierwsza mobilizacja była pierwsza. I to był czwartek. A 1 wybuchła wojna. A bo na pierwszą mobilizację bo mąż poszedł. Był jeszcze nie żonaty wtedy był. А часть воинская стояла каля речки. Другая. Яны ж не ведали, что у нас хлеб мы можем дать. Там ж на востоке с колхоза что ж дадут? Фигу. Так, чекать нема, мы уже думали, не придут. Бегут. Несут 2 булки хлеба, а за этой хлеба пар столбом идет. Пар столбом. Мама як глянула. О, мы ждали хлеба. А детки, а ваши животы будут болеть. Горячий хлеб и молоко сладкое, там я поставила еще сыр. Нате хлеба. Один одного не понимает. Так, это солдат каже. Хозяйка, а сколько ты зарабатываешь? 200, 500 килограмм. А кто ж у нас? Як коли вродить?
Да хватало. Мама каже, да хватає, ще кому можеш дати. Ні, так вот, гэты. Ну сколько? Нема. Добре, щели. Мама, гэты хлеб в сторону возьмите с собой, может, вам пригодится. О, нате хлеба, а булки шпекли вот такие. Несла, нарезала, да хороший хлеб. Заўсёды щели, чтобы все равно свиням треба, так он, як под булку подобный. И что вы думаете? И яны тады. Взяли с собой и пошли. А сидят, едут. Стоит, мама поставила 3-литровый збанок, тады ж не банки, не было этих стеклянных, а збанок. А дед каже, вот наша орловская корова за день этого збанка не даст молока. Представьте, 3 литра молока корова не даст у колхозе. Я, хозяйка, а ваша сколько? Мама каже, за раз более даст гэты збанок. И они снова не понимаете. Потом до нас заехали, дома же двор великий, футора, у нас 4 хозяева выбрались, да к нам еще это попало. И заехали во двор. Все ж думаете, что там казали, что мы ж тут голодные, помираем с голоду, а яны там уже гэтак выядаются. Гэты начальник, легковая после войны победа, а як яна до войны, не знаю. Тады швык погонов не было, лычики, ромбики, гэтако. Что? Заехал. А у нас пастушка была, малая, пасила корову. Так, и он, девочка, ходи сюда. Подходит, и он достает. А тады ж не было целлофановых з этого чемодана, а бензин же запах, да уже черствый. На тебе булочку. Та я обхучила, я думала, что она не бачила у свете той булки. Та я приносит, тетя, отдай ты курам чи свиням, глянь, он газою вонить, я не буду его есть. Это было в реке же, коли ж не вяжили, різочні покаляний, не вяжили же, ході хлоп і ножицями стіла клосить. Мы обіцяли шмити землю, але не їй плоди. Плони не обіцяли, але землю обіцяли шмити. А як прийшли одразу совєти, це ж, ну не диво, бо був дуже бідний народ. І то ж мajątkowo ziemię zaczęli dzielić. Majątkowo ziemię. No i to już takie sympatyki, którzy już przejmowali je, zaczęli mierzyć wyrówkami, mierzali kawałki ziemi, że tak lecieli, ludzie brali, już myśleli, że ach, ziemię już darmo dają. Darmo pańskiej ziemi, ziemia dobra, to już bardzo dobra. Długo ona nabyła, ta ziemia. Wtedy pokazali swoje. А нас же что? Посадили в клетку западных, освободили. Мы ж в Минск не поедешь без визы. Вы понимаете, вы знаете это или нет? За Столбцами граница была до войны закрыта. А визу получить, это тяжко. У меня батькова сестра была у Минске. Так яны и 2 двоюродные были, и тетка была, и дядька был. А нас тут 2 ее браты, 2 сестры, никто туда не попал. Уже в 41-м мне еще дядька поехать с-под Карелич. Да война. И все. Вот тогда уже. О, война открыла границу нам. Освободили от панов, освободили от чего. Pierwszy шлях в колхозе, ну просто ниц не платили. Ну ниц не платили на трудоденьки. Ну. А у нас колхоз. А что такое колхоз? Забирают от тебя землю, а тогда ты должен идти, работать и
что тебе напишет трудодень. Получив ти трудодень, куди хочеш, туди день. Як то мовив ще він Женю, хто був, той не забудет. Ай, кто был, то не забудет. Не поймете, кто не был в колхозе, не зрозумеешь. Злодей ловил, шестикрадли, и не лечили же кран малоберу, и вот так и было. Прийшли совєти, давай з хуторов гэтых зганять. Їм прийшлося, перебудовували ще в 37-м годі, а вже в 50-м, а ну-ка назад, бо вже ж колхози, пока единоличество. Нас спасло единоличество, и партизан тут спасло, потому что у людей было Красная армия як отступала. Кто ей продовольствие давал? Кто ей одевал? Переодевалище, пускали, и мы ж ущи кормили. Я помню, у нас пришло, вот такого комната, соломы наслали вот так, и солдаты балетом поклалище. Як наш некрещий отец мовив, ну що, наговорив бочку арестантів. Бочку арестантів. Наговорив. Вот его приклеено, только память. Сорвали, выкинули. А тут же были ступеньки. Кругом красота была. Во! Во, як большевики гризли. Во, як вони гризли. Зубилами, кувалдами. Во! И им сказали, что вы ничего не зробите. Думали его взорвать. Ну, не разрешили люди. Вот так, детки, история.
калі параўноўвала з заходнімі, яна казала, што жылі нашмат бядней, што, напрыклад, чаму самагонку не гналі, там што не было з чаго гнаць. І нават калі адкрылася мяжа, і яны пайшлі зарабляць там на самагонку, захацелі зарабіць там камусьці хабар даць. Яны прыйшлі і казалі, што мы працавалі вельмі добра, там нават не паелі нічога. Чаму? Таму што ім так сказалі, што мы працавалі, а то скажуць, што калхозніцы гультайкі. Яна такія сказала цікавыя рэчы, пра рэпрэсіі гаварыла, сказала такія две пагаворкі. Першае, гоп мае грачанікі, усе жыты начальнікі, у Сібіры кулакі, у калгасе дуракі. За гэту пагаворку чалавека пасадзілі на 10 год. Яшчэ, як мяжа была, маці яе размаўляла з сястрой праз мяжу. Так, перашэптваліся, казалі, каб ніхто не бачыў. Граблі сена і перашэптваліся. Ціха размаўлялі, каб ніхто не пачуў. Яна казала пра тое, да. І от вельмі цікава была просто адзін момант, он просто найбольш мяне ўразіў. Там шмат было цікавых момантаў у тым аповедзе. Жанчына з вёскі Чэркасаў, але на 4 разы ў розных месцах свайго аповеду наказала пра тое, што робіцца сёння з людзьмі. Яны ж не пяюць. Вось мы былі галодныя там, разутыя, але мы піялі, танчылі там, пелі там, было столькі песень. А зараз яны, як яна сказала, надзеўшыся, пад'еўшыся, а толку няма, не пяюць.